Но наша задача, чтобы молодежь не растеряла окончательно связь с традициями, причем с хорошими традициями. Я не хочу говорить, что все традиции, они одинаково хороши, ничего подобного. Нет. Среди народных традиций есть, которые, в общем-то, отжили свой век. А можете пример привести? Ну, скажем, обычай, скажем, кровной мести. Он был характерный для абхазов. Понимаете, страдает человек совершенно невинный за то, что его, может быть, отец или даже дед где-то когда-то обидел его родственника. То есть это уже... Это жестокость, несовместимая с временем. Со временем. Вот я понимаю, что истоки этого обычая в самоутверждении, в самозащите, я все это понимаю. Но для нашего времени он не может быть положительным. Но зато есть прекрасные обычаи. Прекрасные обычаи, которые способствуют, ну скажем, вот еще другой пример. Абхазии в бывшем Советском Союзе славились своими долгожителями. В чем феномен абхазского долгожительства? В комплексе всего. То есть в образе жизни абхазов. Ну вот говорили, горный воздух, нет, свежее мясо, простите. Нет, лучший горный воздух в других регионах земного шара. И здесь живут представители других национальностей. Но такого, как у абхазов, долголетия, они не обнаружены. Среди них не обнаруживается. Причем долгожителями считаются люди, которые за 90 лет. Вот среди населения Абхазии выделяются именно абхазы. После 90 лет значительный процент долгожителей. И вот около 10 лет американские ученые из Москвы, Ленинграда, Киева занимались исследованием вот этого явления. И пришли к выводу, что здесь комплекс явлений. То есть на первое место стоит длительная адаптация абхазов к этой среде. Отношение к природе, к растению, к животным. То есть насколько друг к другу. Все это, вот в частности, эту проблему долгожительства подняла американский ученый Сула Бенни. Она в своих описаниях, она на английском языке издала в Париже, значит, потом в Америке, издала несколько книг о долгожительстве. И на что она обратила внимание? Она приезжала сюда лет 15. Каждое лето она приезжала в Абхазию и специально изучала образ жизни долгожителей. Она пришла к выводу, что вот те обычаи абхазов, которые не дают возможность пожилому человеку чувствовать себя лишним, вот это, она говорит, что это очень важно психически. Она говорит, что сравнивает даже вот образ жизни долгожителей Абхазии и пожилых людей в Америке. В пожилом возрасте в Америке люди имеют возможность жить припеваючи. Для них создаются пансионы, они живут, но долго не выживают. Потому что их дети, значит, внуки, правнуки их уже не посещают. То есть они никому не нужны. За то, что у них есть доллар, они живут в хороших пансионах. Психологически это влияет на людей пожилого возраста.